Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас воскресный морозный день. Решили выбраться, немножечко сделать тестовый полет, так сказать, на квадрокоптере. Проведем тестовый полет по тому же самому маршруту, по которому мы летали летом. Только это было лето, а сейчас у нас, друзья, зима. Примерно минус 20 градусов. Я вот даже взял с собой коврик брезентовый. Это для того, чтобы у нас на квадрик не попадала никакая грязь, снег. Ну и для собственного же удобства. Сейчас мы его быстренько распакуем. Соберем его. Я даже сюда вот положил термопакет специальный, чтобы он грел сумку. Да, на улице у нас сегодня хорошо. Небольшой ветерочек ощущается. Но я думаю, нам сильно помешать не должен. Сейчас мы поставим телефон. Так, подключаем. Так, готово. Запускаем программу DJI Go. Распакуем квадрик. Ну, прогревать мы его сейчас не будем, потому что он у нас вылез с тепла, так сказать. Поэтому сразу полетим, да? Так. 2 раза нажимаем на кнопочку. И то же самое на пульте. Проходит диагностика всех систем квадрокоптера. Так. Ну, в принципе все, квадрик готов к полету. Так. Квадрик у нас готов к полету, да. Так, и поставим запись экрана, чтобы нам все прекрасно видеть. И нажимаем запись. Ну все, погнали. Так, сейчас тут небольшие настроечки сделаем. Летим, друзья, точно так же по тому же самому маршруту, по которому мы летели летом. На канале вы это можете увидеть. Только единственное отличие, что там мы летели в режиме спорт 72 км в час, а сейчас мы летим в обычном режиме, режим П. Скорость 50 км в час у нас. Сейчас гистограмму немножечко выше поднимем, чтобы она нам тут не мешала. Ну все. Так, что мы здесь видим? Ну, почти 900 метров мы уже пролетели. Скорость у нас 50 км в час. 52, 53, 49. То есть плюс-минус. Так, полет проходит в целом хорошо. Пролетаем мы сейчас с вами водохранилище реки Саксаох. Оно уже все в снегу. Да, белая снежная пелена. Ну, на высоту мы маленькую поднялись. Поэтому здесь высота у нас показывает 3,3 метра. Но она у нас показывает относительно с точки взлета. То есть взлетели мы, получается, с горы. Поэтому она находится выше относительно точки
от уровня моря. Поэтому он и показывает 3 метра. То есть я, получается, взлетел на 3 метра. И от этой точки я полетел. А там-то уже не 3 метра высота. Поэтому он показывает 3 метра. Дует у нас боковой ветер сейчас. Прям ощущается как-то и боковой, и попутный ветер. Все, короче, в куче. Так, пролетели уже 2,2 километра. В принципе, нормально. Вот только тут у нас ветер пакет чуть не снес. Стой, 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 стой. Такой у нас, друзья, сейчас нехороший ветерочек поднялся. Первый раз, кстати, я взял вот этот коврик. Вообще это коврик для тачек радиоуправляемых, для ремонтных работ, чтобы не пакостить, чтобы грязи меньше было. Но я его использую вот так. То есть не по назначению. Так. Видите, как дрон сносит в сторону. Летел вдоль речки, а уже оказался отклоненный градусов на 15. Ну, 3 километра почти пролетели. Да. Ветер, друзья, прям вымораживает. Ну, что хочу сказать. Снега, в принципе, не так уж и много, в принципе. Вот так вот смотришь, лес-то не сильно уж и заснеженный. Еще главное не забывать проверять емкость аккумуляторных батарей. Так, 3,8 вольт на каждой банке у нас, да. Температура у нас 28 градусов, да. Ну, в принципе, нормальная температура. Вот, кстати, уже пролетели почти 4 километра. Заряд аккумулятора 78% у нас. 78%. Ну, лететь я, конечно, не буду до озер, потому что все-таки зима. И надо учитывать погодные условия и низкие температуры, потому что эксплуатация при низких температурах она нежелательна для квадрокоптеров. По крайней мере, так заявляет производитель. Поэтому сейчас еще процентов 10 просадим аккумулятор и будем возвращаться обратно. Все-таки погода у нас ветреная и почти минус 20. И видите, как дрон прям сильно сносит, прям сильно. Отклоняемся мы от курса конкретно. Сейчас немножко поднимемся повыше. Сейчас немножко повыше поднимемся, а то мало ли у нас там что может произойти. Так вот, друзья, мы с вами летим. Вот уже почти 5 километров. Но до 6 мы, я думаю, догонять с вами не будем. Рисковать мы с вами не будем. Дроном и всем остальным. Скорость 37 километров в час. Немножечко у нас теряется связь. Сейчас немножко выше надо подняться. Вот так вот.
Да, что-то я рукавицы, друзья, не одел, и прям руки прям подмерзают. А пульт опускать неохота, блин, чтобы скорость нам не терять с вами. Вот сейчас попробуем долетим до 6 километров и будем возвращаться обратно. Летом, если кто-то не видел, можете зайти на страницу, посмотреть на канале, и ссылку оставлю в описании. Летом я улетел по такому же маршруту на 8 километров, 300 или 400 метров, плюс-минус. Сегодня мы с вами улетим максимум на 6. Больше мы лететь с вами не будем. И озера у нас еще далековато. Чтобы нам долететь до озер, нам надо еще иметь в запасе хотя бы пару километров, это точно. Ну вот, все. Сейчас у нас будет 6 километров и возвращаемся обратно. Все, друзья. 6100, заряд 55%. Все, возвращаемся обратно. Возвращаемся, друзья, обратно. Заряд аккумуляторов 54%, 3,7 вольта на каждой банке. Кстати, что хочу заметить, скорость обратная 50 километров в час. 50 километров. Туда мы летели до 30 падово. 32, 35, сейчас 50. То есть это говорит о том, что дует уже у нас сейчас попутный ветер. Сейчас немножечко подымем. Яркость нет. Будет не очень комфортно. Сейчас у нас в экран светит немножечко боковое солнце в линзу, поэтому вот такие у нас затемнения образуются. Солнцезащитную линзу что-то я не стал одевать, почему-то лень было, наверное. Так, километр мы пролетели, заряд 51%. Ну, в принципе, я думаю, на 10-15% мы успеем долететь. Количество спутников у нас 21. Боковые датчики у нас отключены. Работают только передние, задние и нижний датчик. Вылезло сообщение, что максимальная высота полета у нас разрешенная 120 метров. Ну, точнее, у меня там стоит ограничение 120 метров. Так-то разрешенная по закону. Сейчас у нас вот в феврале приняли поправки новые, которые облегчают полет на квадрокоптере. Там одно из условий — это высота не более 150 метров и в прямой видимости должен быть квадрокоптер. И сейчас разрешение от местных властей уже не требуется на полеты. А раньше требовали разрешения. То есть ты подаешь заявку, ее рассматривают, дают тебе добро, звонишь диспетчеру авиационной службы, говоришь, что мне необходимо взлететь. Я сейчас буду взлетать. Она тебе дает добро. Ты полетал, приземлился, отзвонился, сказал, что все, я полетал. То есть вот такие вот у нас были раньше бюрократические требования, моменты не очень приятные. А сейчас, в принципе, более-менее это требование смягчили. Но регистрировать дрон все равно надо. Потому что без регистрации могут оштрафовать. И на дрон надо наносить серийный номер, который присваивается в Росавиации. Ну, в любом случае, то есть до сих пор как бы запрещено летать на закрытых объектах, на запрещенных объектах, то есть вдоль авиационных
площадок, запрещено летать, режимных объектов, каких-то вот массовых мероприятий. Поэтому как бы эти условия надо всегда соблюдать. Ну ладно, это все отступление. Что смотрим? Нам осталось лететь 3 километра 150 метров, да? Ага, ну вот отлично. В принципе, заряд аккумулятора у нас 42%. Так, а температурка у нас... Температура 32,5. Ну, в принципе, отлично. В принципе, отлично. Здесь что еще хочу сказать. Аккумуляторы батареи, они такие интеллектуальные. То есть они сами себя подогревают в режиме полета. И они еще саморазряжающиеся. То есть если длительное время не летаете, то надо аккумуляторы разряжать. То есть в режим хранения их отправлять. А если забыли их разрядить, то они сами разрядятся до нужной им емкости. Ну, 2 километра. Полет у нас уже проходит 13 минут 47 секунд. Немножко у нас дует боковой ветер, и как вы видите, дрон немножечко все равно сносит. И сносит уже в обратную сторону. Ну, там мы подрегулируем, поэтому долетим уже, будет нормально. Ну вот, друзья, видите, погода у нас минус 20 примерно. А на высоте, я думаю, еще больше будет. В принципе, на 6 километров мы улетели. В комментариях мне там тоже писали, что это невозможно, как это так. Мы максимум улетали на 3 километра, на 4. Но вот вы сами все видите в режиме онлайна. Запись не прерывается. Ничто я там не химичил. Все то же самое. Антенна стандартная. Режим связи тоже у нас стандартный. Аккумулятор батареи тоже оригинальный, стандартный. Ничего я там не менял. Ну, тут еще что хорошо, то что тайга и прямая видимость полета. Поэтому здесь в этом плане удобно. Ну вот, зарулили мы на финишную прямую. Сейчас где-то у нас появится дрон. Сейчас у нас появится дрон. Осталось нам лететь 660 метров, да? Здесь можно нам немножко, наверное, уже высоту снижать. Да, боковой ветер у нас дует тоже хороший. На высоте, как всегда, там намного больше дует ветер, намного сильнее и холоднее. Вот он, вот он, вот он, вот он. Когда даже садишься, видно, что его как колбасит.